рекомендации подтверждаются многими научными исследованиями, как я говорил, не только на реке Лена, но и на реке Амур. Мало того, они подтверждаются и практикой. Дело в том, что во время амурского наводнения остров Большой Уссурийский, который был одомбован на уровень 1% обеспеченности, не был затоплен, а все остальные прибрежные территории плавали в воде, а остров Большой Уссурийский стоял совершенно нормально. Поэтому это подтверждается уже и научными исследованиями, и практическими исследованиями. Поэтому мы за то, чтобы проводить работы именно в этом направлении и отходить на таких реках, которые имеют очень большой процент заносимости, от проведения дноуглубительных работ. Но, конечно, в каждом отдельном случае это должно решаться именно проектом, потому что данная работа носит рекомендательный характер, и в каждом случае, который будет рассматриваться в дальнейшем, должны быть проектные, углубленные изучения данного участка с выбором варианта крепления. Вдоль реки Лена у нас расположено примерно порядка 100 населенных пунктов. Значит, и этот научный труд позволяет по всем населенным пунктам проведена работа в части возможного затопления этих населенных пунктов и возможных мер по принятию решений, по смягчению, по предотвращению негативного воздействия паводков вод. Оценочная прогнозная стоимость, да, все мероприятия, вся стоимость конкретно в каждом случае будет уточняться по результатам проектных сметных документаций, но оценочная стоимость, вот сегодня которые разработчики нам представили, это с учетом всех населенных пунктов 2 субъектов примерно получается 60 миллиардов рублей.